Добрый день всем. Меня зовут Сергей Залевский. Сегодня разом с вами будем працевать на ток-шоу. Я бы это назвал не ток-шоу, а дискуссия, потому что тема такая, что шоу тут будем балати, лучше дискуссии. И я не сподіваюся на конструктивную дискуссию, але все-таки будут и элементы шоу, и это только один элемент, нас будут снимать и скрупулезно записывать. Шановне господарство, на вашу думку, що ми маємо вчинити конкретно у випадку українського конфлікту на Україні? Це пропаганда, це інформаційна війна. Коли так, то якими сроками на перші 7 день, як ми трошки віддали про що розмовляємо? Якраз інформацію здобуть вельми тяжко, тому що розповсюджують лухту, розповсюджують дезу, розповсюджують покльовку і так далі. Сьогодні знайти справедливість. Многие кажуть, мы не разумеем, на самом деле, что отбывается на Украине и вокруг Украины. Это первый момент. По-другому, мне здається, у гэтых значениях нема еще одного важного объекта. Не только ж такие дивановые бомбардировки ворожей, как бы мовити, території, але найперш ахвярой ось этой информационной войны становится власне насельництво. Мне ж кажуть, шкода русских, шкода російських громадян. Сьогодні вони одноманені, не дарма многие проводять параллели поміж сьогоднішньої Росії і Німеччини 30-х годов. Ось гэта істерія, гэты такі образ ворога, гэты уздым шовіністичних настроїв, що гэта рано чи поздно ударить бумерангом по самой Росії, по яе громадству, і гэта будуть разбуральныя наступства. Тому сьогоднішні кремлівські володарі, вони, магчыма, просто закусили цуглі, а може не до конца розуміють, які це буде мати розбуральні наступства менавіта для самої Росії. І апошній момент, мені здається, що пропаганда і у самих таких грубих вичваренських формах якраз і є елементом цієї інформаційної війни. Чому ось нас, журналістів, тепер молодих журналістів, в принципі, існує такий міф, що саме цікаве – це правда. В принципе, правда, и она просто разбирает любую там систему, правда разбирает любые мифы. Олесь, я не думаю, что если ты, скажем так, побывал в самых горячих кропках этого конфликта? Нет, безумовно, сцен праці я бачу, сцен праці тим, як тому слою громадства, який жадає ведаць правду, який жадає ведаць нейкую больш-менш, принаймні, об'єктивну інформацію, бо цалкам об'єктивно не може бути, бо я пропускаю про себе. Для гэтых людей я працую, для гэтых людей я збираю інформацію. Але про те, що більша частина громадства сапраўды не жадає зараз правду. Яна жадає того, що спростить їхній світ, того, що підтвердить їхню думку, їхню ненависть. Гэта ситуація сапраўды наготовалася не год. Гэта усе наступства, які ви зараз бачите, гэта рахувалося планомерно, гэта тое, що я бачу, на прикладі Жихарова Росії вже не перший год. Ми можемо побачити у мене. Як ти по своїх колегах зауважив? Ось була нека дилема. Як писати? Була нека дилема, на що писати? Ці вибирати тільки пол, ці старатися бути об'єктивним, ці старатися громадянином перед усім. Ось трошки розповідайте, як тобі працювалося? Когда ты находишься совсем на Восточной Украине и работаешь с СМИ, которые, с одними взглядами, да, на западные СМИ с другими взглядами, ты просто выражаешь свое мнение, ты как бы не за, не против, ты уверен, что так и должно быть, потому что мы же носили на стороне добра. Это же понятно всем, кто не идиот. А с той стороны, я думаю, что так, это если касаться самой Украины. Понимаете, маленькие такие информационные войны, они же все время идут мелкие, мы же в мире их должны замечать, такие информационные войнушки, да, то есть там в Украине, например, там большой бизнес один против большого бизнеса другого, да, там политики одни против политики других. Когда разгорается большой конфликт, там действительно мир становится, да, плоским, ты за красных или за белых. И это очень чувствуется. И я даже не о том, информационные войны вот такие небольшие, да, как внутри страны. В Украине, к сожалению, была такая ситуация, что этот раскол был, и мы сейчас его все уже видим. Не раскол, был такой вот разлом, надлом какой-то, да, сейчас очень шире стало. Вся эта ситуация,
естественно, отражается на журналистику, на журналистах, потому что, во-первых, это разные люди, во-вторых, СМИ отражают состояние в обществе, и СМИ в Украине частные в основном, да, кому-то принадлежат, и эти люди тоже занимают какую-то позицию в силу там, личных убеждений, бизнес-убеждений, да, они делятся, чем острее становится ситуация, тем ярче делятся. Но, хочу заметить, то есть, понимаете, объективность или, по крайней мере, вера в то, что какое-то СМИ более-менее объективное, она же тоже продается. Когда мы кажем про информационную войну, то где театр военных действий, где она разгортывается? Когда мы кажем про белорусов, которые займаются российский бок, то мы где находимся в этой войне? И якая доля белорусских СМИ, квазінейтральных, у тым, што атрымоўваюць у якасці інфармацыі беларусаў? Короткое подсумование. Место для журналистики в информационных войнах есть, навіть коли эти информационные войны сопровождаются конкретными военными идеями экспертов Украины. Але я все равно, пока что мы, скажем так, правду проиграем. Мы, журналисты, у змаганні войск за право, і за те, яка правда панувалася серед наших громадств, ми поки що проіграємо. Таким разом, як зробити правду більш привабливою? Як глядача, слухача зацікавити, звертатися менавіта до правди, а не до ось гэтых штампаў, до спрощенной концепции пропаганды и так далее. Что у нас господарство? Есть идеи? Вы так разумеете теперь, как это наш основный выгляд журналистской супольности? Тут, мне здаецца, ёсць такі інструментальны падыход да медыяў. Давайте, я не гатовы расставляць акцэнты. Мне цікава якраз паслухаць меркаванне іншых людзей, тому што я неаднойчы на гэтую тэму выказваўся. Дэмакратычныя медыі не ёсць элементамі нейкай вертыкалі, нейкай піраміды. Сродак масавай інфармацыі таму так і называецца, што інфармуе. Тры, у прынцыпе, функцыі. Інфармаваць, аналізаваць і даваць палітру меркавання. Мусіць быць рэдакцыйная палітыка. Але калі тую ці іншую рэдакцыю улучшаюць проста ў нейкі фронт барацьбы супраць чагосьці, я не хочу змагацца супраць рускага свету. Так, я не прымаю таго, што робіць Расія, але я не хочу, каб Мацкевіч ці нехта мяне мабілізаваў, і я з нейкага штаба атрымліваў указанні, як пісаць гэта. Справа не ў тым, каб гэта быў штаб, і ўсе кіраваліся. Але калі журналіст толькі думае ці клапоціцца аб тым, які ён застаецца прекрасны журналіст сам па сабе, а не думае пра тое, што ён так ці інакш ужо удзельнічае ў гэтай вайне. Ну, як бы, ён у гэтых абставінах, ведаеце, ну, як бы, калі ён разумее, што ён удзельнічае ў вайне, калі ён разумее ўсё ж трошкі больш шырокі абсяг сапраўды таго, як эта вайна вядзецца, то тады я думаю, што ёсць магчымасць у гэтай вайне перамагчы не ў сэнсе закідаць адваротную старану, але ўсё ж дабрацца да таго, каб неяк выбрацца з гарачай вайны таксама. Я прапаную зараз 15 хвілін аддаць на тое, каб выказаць сваю уласную пазіцыю, потому што страшно. Мы знаходзімся на этапе, мы, правильно, господа Владимир Матвеевич сказал, мы на фронте, мы постоянно находимся у информационной войны. Да? Какая позиция у человека, который споживает? Какая позиция у журналиста, который находится по той або іншій, або нейтральной? Что вы, молодые журналисты, сами думаете на этот счет? В информационной войне это показывает, как вами манипулируют, какими способами вами манипулируют, где именно, чтобы читатель не просто абстрактно говорить, что тупые, и вы должны научиться критически мыслить. Покажите как, и делайте это массово. Ну, хотя бы начать просто с доступных слов для людей, которых мы называем совком. Они могут не понять там тоже слово «гигиенизированный класс». Мне кажется, что наша миссия, что мы можем сделать, говорить доступно так, чтобы они поняли. Просто это будет снижение стиля, потом его поднимут. Мне кажется, что работать надо для тех и так, чтобы они понимали на самом деле, что происходит. Информационная война – это только початок, принаймні, в этом конфликте, так что вушки на востро и до праці. Дякую всім. І ще раз, ну і заставайтеся у стилі, так я так розумію, що сьогодні багато цікавого господарства чекає. Дякую.